Селам алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалышам. Невбетеке 15 дақы içerisinde Қырым ве Қырым etrafında өзберген сонки ве ең актуаль хаберлер üzerinde музакире етмеге планлаштырдық. Сіз де біздің яйнымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим еті 073 419 41 58 bizlerge canlı şekilde telefon açmağa imkanınız var ya da Skype adresimizge de telefon açabilirsiniz. atr.tv bizim adresimiz. Buyurunuz, sizin telefon bağlarınızı bekleyimiz. Ularını beklerkende ise keliniz yayınımızını en aktual haberlerinin müzakereleri ile başlayıq. Hususan bilgenizge göre Tunev'in İşgalcilerinin mahkemesi Kırım Tatarlarga dehşetli hükümler çıkardı. Bu hafta bizim muhbirlerimiz материалларını hazırladılar. Келiniz оларын сейретейік. У 44-му призначили зрадниками, тепер призначають терористами. В таких футболках та з посмішками на обличчях слухали вирок Рустем Мірусіїнов, Арсен Абхаїров та Ескендер Абдулганієв. Ростовський конвоєр політичних судилищ відправив їх до колонії суворого режиму сумарно на 42 роки. Адвокати працювали в залі суду та дистанційно з Сімферополя. Кажуть, драконівські вироки чоловіків не лякають, а поки захисники працюватимуть над оскарженням. Может быть, кто-то ошибочно думает, что сегодня наш народ проиграл, что адвокаты проиграли, Джемат проиграл. Это не так. Да, мы говорим, что эти дела оцениваются не по бумагам, которые называются приговорами и в которых вписывают лишение свободы и так далее. Это оценивается стойкостью тех, кто находится сегодня в неволе. Это оценивается тем, насколько люди готовы поддерживать и приезжают, поддерживают, тратя свое время, да, тратя свое здоровье, можно сказать, за сотни километров приезжая сюда. Сегодня каждый увидел, что государство очередной раз закрепило те преступления и то преследование, которое проводит уже на протяжении, наверное, 6 лет в отношении крымских татар. Родичів бранців вирок російського суду не дивує. Вони впевнені, що врешті справедливість переможе і невинні люди опиняться на волі. Мы этого и ожидали, потому что от них больше нечего ожидать. Вот. И, иншаллах, сроки, мы знаем, да, кто назначает сроки. Это не они, да, это все зависит от создателя нашего. И, иншаллах, в ближайшее время они выйдут на свободу. Підтримати бранців приїхав і український консул у Ростові Юрій Довгуль. Він нагадав, що незаконно засуджені є громадянами України, тому держава захищатиме їх права. Пока они находятся в нашем консульском округе, мы планируем продолжать их поддерживать, посещать, оказывать материальную помощь, работать с адвокатами. Поэтому стараемся делать то, что от нас зависит. Півсотні людей чекали результату судилища під стінами Южного окружного військового суду. Але значно більше не змогли приїхати через перешкоди окупантів. Близько 200 кримських татар, які організовано їхали до російського Ростова, заблокували на Керченському мосту. Майже всю ніч людей тримали просто неба на холоді. Окупаційні поліцейські посилались на нові правила проїзду, але жодних документальних підтверджень навести не змогли. Ну, по национальному признаку всех собрали, я смотрю. Ну а с чем это связано? Я ничего не позволяю. Мы позволяем, оно видно так, смотрите. Не надо. Так, а что смотреть? Понимаете, говорю, какая мне команда? Оно на... Так и выполняю. Человек небольшой. Так а кому обращаться? Окупанти свідомо тягнули час, кажуть затримані. Кожного окремо викликали на розмову та переписували документи. Тим часом машини інших людей ніхто так ретельно не доглядав. Завели меня в комнату и якобы вели какой-то то ли допрос, то ли что, я не знаю. У него был в руках мой паспорт. Он прекрасно мог читать с него и видеть, но он просил меня продиктовать зачем-то, ссылаясь на то, что у него нет очков, что он их забыл и плохо видит. Но это как бы явно видно, что они оттягивают время. Я не знаю, они тянут просто время, показывают какие-то ориентировки, спрашивают, где я учусь, зачем я учусь.
Після 10 годин утримання кримські татари вимушені були повернутися. Зранку вони приєдналися до протесту під військовим гарнізонним судом окупованого Сімферополя. Там на знак солідарності з бранцями люди вдягли білі накидки з їх портретами та підписом за читання книг «Тюрма». Протест під судом не сподобався окупаційним поліціянтам. Еще раз повторюсь, я требую, чтобы вы покинули данное место и не организовывали скопление граждан. Погрозами не обмежились. 3 журналістів видання «Грані.ру» та «Кримської солідарності» силовики забрали до відділку, буцімто, щоб встановити особу. Самі документів не показали та посадили затриманих до автівки. Потім стало відомо, що чоловіків відвезли до окупаційного суду і звинуватили у порушенні встановленого порядку проведення зібрань та мітингів. Втім, усі ці перешкоди з боку окупаційної влади тільки мотивують кримських татар, каже адвокат Еміль Курбедінов. Это чисто силовые решения в отношении народа. Вот, они только укрепляют, да, укрепляют как защитников и укрепляют сам народ, да, в этой мирной борьбе. Ничего, кроме проигрыша спецслужбам и власти, это не принесет. Вот, это не принесет однозначно. Так уже было много раз. Наш народ это проходил много раз. Вот, мы слышали это много раз. И, как говорится, конец у этой веревочки один. Да, здесь выиграет только народ. Ескендера Абдулганієва окупанти засудили до 12 років, Арсена Абхаїрова – до 13, а Рустема Емір-Осіїнова – до 17 років колонії суворого режиму. Чоловіків затримали 14 лютого минулого року. Їх звинуватили у тероризмі та участі у забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Владислав Стужук, Заман, АТР. Искендер Бариев біздің яйынымызға қошыла. Қырым-татар милли межлис азасы. Искендерға селям алейкум. Алейкум селям, ақшам шашлайыңыз қаралыз. Жөмлемізге Искендерға мұнан дешетлі үкімлер кені Қырым татарларына чықарылды. Саяси мабуслерімізге уч Қырым татарына умумен алғанда 42 ел апис жазасыны берділер ишгалжилер. Не дерсіңіз, не япа білеміз? Біріншіден, олар Қырым татар халқына басты девам етелер. Ончон, бұл яқын заманларда олар бұл қарарны махкеменің қарарлар шығарды. Мына Рустем Эмир-Осииновге 17 yılға азатлықтан марум етілділер. Арсен Абхаировға 13 ve Eskender Abdulganievге 12. Бақыңыз, бұл сефер біз не көреміз? Олар қарарда var 2 yıl hapishanede ve 15 yıl katı tertipli koloniyada cezasını hapishanede. Çünkü biz başından biz konuştuk ve düşündük bu nedir şu? Çünkü evvelde öyle kararlar yok idi. Hapishanede oturmağa, evet, bu koloniyalarda mülkün hem tutanğa varmağa, bir şey almağa ve ile ahire. Hapishanede bu en daha çok baskılar yaparlar. Çünkü tek kamerada oturmaya mülkün ve kameradan çıkmaya yasak. Bu görüyorsunuz, onlar öyle baskı ederler ve Рустемде айтқанда, они создают более жесткие условия даже в принятии решений оккупационных судов. Екінші тарафтан, мен бұл мәселе ақында болға көстірме істеймін. Бақыңыз, 200 kadar bizim семейдешілеріміз бұл Керченского моста
практически начали останавливать именно по национальному признаку. И четко у них была наводка, и они четко определяли, кого нужно останавливать и кого нельзя пропускать дальше в Ростов-на-Дону. О чем это говорит? Кроме того, что нарушается право на свободу перемещения, здесь нарушается право на свободную жизнь, на обычную семейную жизнь и так далее. Потому что все эти 200 наших соотечественников и их близкие, значит, находятся под слежкой. И, соответственно, это является серьезным доказательством того, что оккупанты нарушают грубо международное право и нарушают право людей на свободную жизнь, не просто на свободное передвижение. И на это нам нужно, конечно же, уделять серьезное внимание. Что касается самих уже фигурантов, то мы уже, скажем так, свыклись к тому, что оккупанты продолжают принимать самые жесткие решения, и, соответственно, конечно же, нам нужно об этом непосредственно обозначать эти проблемы. И в ближайшее время, 9-10 числа ноября, будет проходить дополнительное совещание БДИЧ ОБСЕ, где мы будем делать заявления и планируем провести специально сайд-ивент, где будем четко обозначать и показывать вот эти вот моменты по религиозному преследованию, по преследованию за инакомыслие и, соответственно, преследование по расовому признаку. И поэтому вот эти случаи являются, которые были озвучены в репортаже, показаны, живым доказательством того, что оккупант системно преследует коренной крымско-татарский народ. Ескендір аға, шымды саяси мабуслерінің азат етілуі истиқаметінде yapılған бір фаалиет бар ма? Яғни сіздің бұл yönelişте мәлуматларыңыз бар ма? Bakınız, biz beyanat yaptık, beyanatlarını yaptı Atış Nazırlığı, Ukrayna'nın Atış Nazırlığı. Bu gerekli şey, çünkü beyanat olsa da o kadar biz bu bütün halkara teşkilatlarga göstereceğimiz ve başka memleketlerge göstereceğimiz bu Kırım Tatarlarına baskı etilgen şey. Yok, men beyanat hakkında sormayın. Men siyasi mahbuslarının azat etilmesi için yapılgan faaliyet hakkında sual berdim. Yapıla mı? Yani sizin malumatlarınız var mı? Çünkü Zelenskiy birkaç treklerinin olganını aytkan edi. Bu anlaşmalar şimdi böyle buzlatıldı mı ya da bir şeyler yapıla, bilmeysiniz mi? Оле Шинчех, смотрите, дело в том, что относительно самого вопроса по освобождению политзаключенных, к сожалению, существуют различные площадки, в которых в том числе и присутствую, принимаю участие я периодически. И поэтому здесь, конечно же, я изначально говорил еще в прошлом году, я не хочу обнадеживать наших соотечественников, я не вижу пока какой-то системной, четкой работы для того, чтобы можно было говорить, что есть какие-то серьезные сдвиги в этом направлении. Поэтому я считаю, что над этим надо серьезно работать, и надо, чтобы не просто заявления, а более ответственные подходы были со стороны украинской власти. Çok sağ olun Eskender ağa. Milli Meclis azası Eskender Bariyev bizle canlı bağdaydı. Teşekkürler. Saygılar arkadaşlar, men size bu bölükünü de yekunlemek mecburiyetindeyim. Fakat siz ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız. Birkaç dakikadan sonra sizlerini Zaman informasyon programması Ukrayna tilinde Ureni Situmerova ile beraber karşılay. Görüşkенче.